Экологи Абхазии опасаются, что из-за пальмового долгоносика популяция пальм резко сократится. Как утверждают специалисты, пальмовый долгоносик наносит колоссальный урон пальмам нашей страны, что в скором будущем может привести к исчезновению всех пальмовых деревьев на территории Абхазии, если, конечно, не принять меры. Долгоносика, который сегодня наносит ущерб пальмовым насаждениям в Абхазии, он называется красный пальмовый долгоносик. Его родина Юго-Восточная Азия, Океания. И сегодня он в мире очень широко распространен практически везде, где произрастают пальмы. Красный пальмовый долгоносик. Именно такой вид жука обитает на территории Абхазии. Он является одним из очень серьезных и опасных вредителей, которые представляют угрозу не только декоративным и финиковым пальмам, но и пальмам для производства масла. Красный долгоносик питается любыми видами пальм. Излюбленной пищей насекомого является канарский финик, который достаточно распространен в нашей стране. Появился красный пальмовый долгоносик. Он у нас зарегистрирован в прошлом году, был осенью, с помощью и с участием инспекторов карантинной службы на территории Цандрюпского лицея-интернатов. И после этого мы провели инспекцию всей этой зоны и выявили, что вся зона до Холодной речки от границы, все пальмы практически, за небольшим исключением, поражены. По словам Романа Дбара, угроза популяции пальм является достаточно реальной. Данный вид жука действительно представляет опасность для пальм в нашей стране. В этом году институт получил в качестве поддержки от программы продовольствия и сельского хозяйства ООН химические вещества аттрактанты. Данное вещество привлекает жука специфическим запахом. Мы изготовили специальные ловушки самостоятельно и поместили эти аттрактанты в эти ловушки и расставили во всей приграничной зоне для того, чтобы отследить пики численности, то есть произвести мониторинг. В ближайшие дни ловушки с аттрактантами будут установлены в приграничных зонах для предотвращения распространения вредителя вглубь страны. Но количество этого вещества явно недостаточно, и наши специалисты обратились за помощью в зарубежные гуманитарные организации через МИД Абхазии. У нас состоялась встреча с заместителем министра иностранных дел Каном Тане и с просьбой на ближайших встречах и женевских дискуссий поставить вопрос о помощи нашим организациям. Проведение очередного раунда международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 10-11 октября. Вполне возможно, что международные гуманитарные организации откликнутся на просьбу абхазских специалистов. Тамара Ачпа, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.